Через творчество сохранить родной язык в Урмарском округе подвели итоги муниципального этапа республиканского конкурса «Искорка дружбы». Участие в нем принимали ученики начальных классов. На сцене местного дома детского творчества более 100 детей пели, танцевали и рассказывали сказки на чувашском языке. Подробности в нашем репортаже. Всего в конкурсе 4 номинации. «Звучи чувашская песня», «Чувашский танец», «Чувашская народная игра» и «Художественное слово». В последней второе место занял ученик 3 класса Урмарской школы Саша Григорьев. Он долго учил текст и выступал на школьных мероприятиях, прежде чем попасть на этот конкурс. Я считаю, что сегодня хорошо выступил. Я сегодня изобразил зайца, который поранился занозой. Мама мне предложила завязать ногу, а в руке держать занозу, как будто я вытащил ее. Если я в этом конкурсе выиграю, это для меня будет настоящее счастье. В номинации «Чувашская народная игра» ребята из Челкасинской школы заняли 1 место. Они показали забавы 12 палочек и колечком, в которые обычно играют и у себя во дворах. Эмоции сегодня были веселые, все было хорошо. Немножко, конечно, было волнительно. Когда уже вышли на сцену, было не так прям сильно волнительно. С города там многие приезжают, с ними играют. В 12 палочек мы тоже играем, и в колечко особенно играем. В муниципальном этапе фестиваля приняли участие более 100 обучающихся начальных классов школ Урмарского округа. Все они любят свой родной язык, гордятся им и хотят сделать все, чтобы он жил вечно. В этом году в этом конкурсе приняли участие очень много детей, очень много школ. Всего их было 30. Этот республиканский конкурс, он проводится в честь 175-летия со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева, поэтому да, это для нас большой праздник сегодня. Ребята, которые заняли призовые места в своих номинациях, теперь участвуют в республиканском этапе «Искорки дружбы». Его итоги подведут уже совсем скоро. Анна Центовская, Юлия Дюкова, Николай Скворцов. Республика.